Всем привет! С вами Александр Попков, и мы начинаем обновленный сезон нашего проекта Destruction Test. И сегодня у нас на обзоре Toyota Surf. Это легенда японского автомобилестроения. Вообще, изначально машина была пикапом, Hilux, Toyota Hilux назывался. Потом его сделали, с жестким верхом, джипом, SUV там, или как его называют. В общем, эта машина 92-го года выпуска. Были еще старее, с квадратными фарами, с пластиковым верхом там были и так далее. Машины 2 тонны, этого двигателя маловато. Потом появился 1КЗ, также есть дизельный, бензиновый вариант 3ВЗ, V6 там. Вот, но этого двигателя конкретно маловато. Что сказать по минусам? По минусам, достаточно надежный мотор, вообще изначально. Единственное, если его перегреть, то да, там алюминиевая башка, она сразу поведется у вас и все. То есть его можно потом перебирать, выкидывать и так далее. То есть он любит такую езду, спокойную. По бездорожью, в принципе, можно ездить, потому что вы едете на холостых оборотах, дизель тянет на холостых оборотах. Вот. Про мотор больше нечего. Дизелисты знают, что достаточно экономичный. Дизель сам по себе литров 12, наверное, жрет на эту массу 13. Вот. Стоят 16 колеса, с простой резиной, не грязевой, не подготовленный внедорожник. Просто как городской, можно ездить по городу, можно выехать на бездорожье, по грибы и так далее. Тормоза у нас дисковые, спереди подвеска, 2 рычага и торсионы. То есть это очень простая подвеска, очень выносливая. Сзади пружинный зависимый мост и барабанные тормоза. Да, барабанные тормоза. Вот. Посмотрите на просвет. Достаточно высоко. Можно, наверное, попробовать голову сунуть под мост, но я делать этого не буду. Еще также можно поднять, сделать люфты, всякое будет еще выше. Вот. Давайте перейдем. Тут супер система открывания багажника. Сначала нужно опустить стекло. Сань! Говори, Сань. Потом дергаем саму запаску, фиксаторы там и так далее. И, собственно, вот открываем багажник. Багажник здесь очень большой. Так как он не 7-местный, не бывает 7 мест, по-моему, только на американском рынке. Можно на природу выехать, лечь спать. И разложить сиденье и лечь спать, и вообще нормально можно отдыхать. Там не только спать можно. В принципе, вот такая вот система закрывания, открывания багажника. Это хуёга Toyota написано. И еще самое интересное, только что заметил, обычно таких на универсальных кузов универсал, вернее, задний дворник стоит вот здесь, а тут он спрятан вот сюда. Это очень интересное такое решение, чтобы, видимо, не мешало стеклу или что-то такое. Вот. Перейдем к ходовым испытаниям. Вот мы в салоне, собственно говоря. Давайте посмотрим на салон 92-го года выпуска. Есть кондиционер, да, торпеда такая приятная, но очень пластик, не скажешь, что он дешевый. Жестковат, но нету всяких скрипов и так далее. Все электроподъемники всех стекол, там зеркал. Также есть вот у нас огромный люк, который тоже также электрический, да, можно поднять, опустить. Вот давайте поедем с открытым люком, проедемся. То есть все это работает, подстаканники. Вообще вот единственное, что мне тут еще очень сильно приелось, это вот эти подстаканники, как они спрятаны. Их даже не скажешь, что они там. Клюка автомата здесь в таком интересном тоже амплуа, да, скажем так, от пикапа переделанная. Вот такая раздатка здесь. Очень удобный подлокотник. И еще тут очень много регулировок сидений. Есть вот такой подпор. То есть вот эти подушки сдвигают сюда. Есть там поясничный подпор, также выдвигая штучка. По высоте регулируется, не надо прыгать, просто поднимаете рычажок. Спинка и сама длина и так далее. То есть очень удобно можно расписывать в этой машине. И еще снаружи она высокая, а садишься и как будто вы в низкую машину сел. Низко сел и сидишь, простора вообще очень много. Давайте тронемся и уже расскажем по дороге. 4-ступенчатый автомат, старый, да? То есть, естественно, он будет старым, потому что машина 92-го года выпуска. Колонка тоже должна регулироваться как-то, но я что-то не могу найти, или я... вот она же. Вот так. Поедем.
Что сказать про ходовые качества? Естественно, машина будет ехать вот по такой, по гравийке достаточно мягко. Не будет никаких шумов. Во-первых, это очень высокопрофильная резина, 16 колеса, 70 профиль, 265 ширина. Очень мягко идет, можно ехать смело, я думаю, по этой дороге 80 км в час, но просто я этого не буду делать, так как все равно ходовка, она все равно будет убиваться. Вот. А так именно, если машина для тех, кто выезжает на природу, тех, у кого есть дача, отличный вариант. Огромный багажник, возите хоть что там, хоть стройматериалы можно возить. Сзади простор, я позже покажу, сколько сзади места. В салоне хорошая шумоизоляция. Мы сейчас едем по гравийке, и я не перекрикиваю ничего. Я спокойно говорю. Если закрыть люк, так вообще будет тихо. Что сказать насчет печки? Ну, печка в дизелях, естественно, будет слабая. То есть тут нужно ставить какую-то дополнительную печку. Есть зимний там режим оборотов, чтобы обороты были высокие и так далее. Вот. А так, собственно, гидроусилитель руля, очень мягкий руль, не скажешь, что вы едете на больших колесах. Турбированный двигатель, в принципе, его достаточно в городе, на трассе, в принципе, его тоже хватит. Вот. По бездорожью тоже покажу, как мы будем ехать. Подытожим все ниже сказанное. Автомобиль оказался очень универсальным. Можно ездить по городу с комфортом, шумоизоляция на хорошем уровне. Ездишь по городу на нормальной на этой резине с комфортом. Можешь также выехать на природу, по грибы, по ягоды, шашлыки, там туда-сюда, ездить вот по таким дорогам. Также в городе парковаться об бордюру ему, в принципе, все равно. Так что автомобиль очень даже неплох. С вами был Александр Бобков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и все. Всем пока.